Чувашские кулинары лучшие в мире. Это подтвердил и международный конкурс, который прошел в феврале в Тунисе. Команда нашей республики завоевала 3 медали высшей пробы и 1 бронзу. Как добиться успеха в кулинарном искусстве чемпионы рассказали моему коллеге Дмитрию Ковалеву. Из заварного теста настоящие профессионалы могут создать все, что фантазии угодно. Филигранной техникой овладел и мастер-кондитер Юрий Сиволоп. Это съедобная льняная ткань его рук дело, ювелирная работа. Он неоднократный призер престижных чемпионатов и из Туниса также привез золотую медаль. У меня была композиция с чувашской тематикой. Ту же самую салфетку, если делать, там получается минимум 100 нитей параллельно, горизонтально. Это надо, чтобы они тоже отсадить ровно, высушить тоже время. И при этом, выпекая медовые коржи, делая какое-то изделие, надо тоже процесс усушки идет, чтобы он высох, стабилизировался, чтобы я его в целости, сохранности довез. Конкурсные работы кондитеры создают не 1 месяц. Во многом победа зависит от того, удастся ли заинтересовать экспертов. Команда республики делает ставку на самобытную культуру. Но с каждым разом становится все сложнее повторить свой же успех. Настолько внушителен список наград кондитерской из Чебоксара. Смотришь книги какие-то, советуешься с людьми, которые в этом разбираются. Поэтому процесс занимает большое время. Даже не то, что изготовление, а сам процесс придумки изделия с изюминкой, чтобы человек прошел, не просто прошел, а чем-то заинтересовать, чтобы они поняли, что мы показываем свой быт. А обычно, когда ездишь за рубеж, они ценят, когда показываешь именно свое национальное достояние. Члены жюри чемпионата мира по кулинарному искусству оценили и национальное блюдо из Чувашии. Алевтина Покровская отправила в Тунис хуплу по довольно необычному рецепту. Вместе с мясом и картофелем в тесте запекают и бальзам. Работа повара удивила экспертов. Ей также вручили золотую медаль. Это не мы придумали, это давно было придумано. Чуваши встречали дорогих гостей пирогом. Шедевром кулинарного искусства может стать и каравай. Преподавателю Чебоксарского экономико-технологического колледжа Ане Яровой вручили медаль за пропаганду национальных традиций. Здесь важно дать волю креативу. Из теста чемпиону мира по силам испечь все, что угодно. В голове была некая природа красивая нашего региона, и использовать именно те цвета, которые символизируют Чувашскую республику. Это пурпурный цвет красный, желтый цвет – символ богатства, добра, солнца. Пурпурный цвет – это отождествляет силу, мощь нашей республики. Был такой момент, что даже нас пригласили для того, чтобы обменяться практическим уже опытом, уже на практике, чтобы вместе что-то испечь, посмотреть и продегустировать. Под руководством наших преподавателей и видя, как наши преподаватели имеют возможность участвовать не только в Российской Федерации, но и за рубежом в различных конкурсах, получать за это высокие награды, они тем самым и способствуют развитию компетенций, в том числе хлебопечение основное, кондитерское, поварское дело. На чемпионате мира в Тунисе наши кулинары представляли не только Чувашию, но и Россию. Республика известна за рубежом благодаря работе профессиональной ассоциации. Ее председатель Николай Уездный отметил, что одержать победу на конкурсе такого масштаба довольно непросто. А тут сразу 3 золота. Не могли, вот это, как я тоже член судьи там был, не могли отличить, думали это как будто настоящее из дерева. Тихонько резали ножом, тихонько там они пробовали, на вкус и этот. Но я в стороночке стоял, потому что когда судят наши, я не имею права там находиться. Мне показалось то, что каждый судья, знаете, дотошные со всех стран мира, и он его записывал и ставил оценку. И в конце, когда была судейская разборка, наши работы все оказались высшей пробы. Сам Николай Уездный был удостоен ордена международного судьи, которым подтверждается статус мирового уровня. Моя дипломатия показать то, что мы показываем Чувашской республике, в лице Российской Федерации. Потому что у нас 2 флага было. И флаг был Чувашской республики, и флаг Российской Федерации. Но когда открыли Российскую Федерацию флаг, конечно, люди захлопали в ладоши. Но этот флаг, конечно, всему миру известен. С чемпионата мира по кулинарному искусству все победители привезли вот такие медали. Но никто из них не зацикливается на своем успехе. Команду из Чувашии уже ждут в Австралии.